ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. الله أكبر الله أكبر. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Воистину, вся хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и наших скверных дел. Того, кого Аллах поведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он ведет в заблуждение, никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, Его избранник из всех созданий. Он донес послание, выполнил свой аманат, дал наставление умме, и посредством него Аллах удалил печали и тьму. Он вел джихад на пути своего Господа до самой своей смерти. О Аллах, воздай ему за нас лучшим, чем ты только воздавал пророку за его умму и посланнику за его дават и миссию. А затем... Это наша 30-я встреча в благословенном цикле передач, которые мы назвали «Ошибки, которые должны быть исправлены». Любимые в Аллахе братья и сестры, для чего нужна борода? Зачем она? Борода. Братья и сестры, следование пророку, да благословит его Аллах, приветствует во внешнем, как и во внутреннем, относится к главным причинам увеличения имана. Нет сомнения, что это следование также относится к исполнению права пророка, да благословит его Аллах, приветствует, на его умму. Это один из видов исполнения приказа пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вы знаете, что исполнение приказов и велений пророка, да благословит его Аллах приветствует, является ваджибом, обязательным для каждого мусульманина. Потому что пророк не говорит по своей прихоти. Он говорит и велит что-то согласно приказу Аллаха и запрещает тоже согласно запрету Аллаха. Наш пророк, наш посланник, наш возлюбленный Мухаммад, да благословит его Аллах приветствует, является благим примером для подражания, образцом для следования, идеальным примером. И каждому мусульманину следует подражать ему и следовать за ним. Наш Господь сказал нам в своей священной книге: «В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и премного поминает Аллаха». Имам Суфьян ибн Уяйна сказал: послушайте эти слова. Ей-богу, это слова, которые нужно записывать золотыми чернилами. Имам Суфьян ибн Уяйна сказал: воистину, посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, это самые большие весы, на которые можно класть вещи, на его нрав, жизнь, руководство. То, что с ним совпало, это истина. То же, что ему противоречит, это ложь. Братья наши, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах приветствует, это баланс и образец нрава, жизни, руководства, движений, образец всего. То, что совпадает с пророком, находится на истине.
А то, что противоречит пророку, да благословит его Аллах приветствует, находится на лжи. Также к руководству нашего пророка, да благословит его Аллах приветствует, относилось отпускание бороды и подстригание усов. Также поступали и те пророки, которые были до него. Так же, как наш пророк, да благословит его Аллах приветствует, отпускал свою бороду, так делали и пророки. И так же, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и все пророки носили бороду, он, саллаллаху алейхи вассалям, повелел своей умме тоже так делать. Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который приводится в двух достоверных сборниках Бухари и Муслима: отращивайте бороды и тщательно сбривайте усы. Отращивайте бороды и тщательно сбривайте усы. Итак, наша встреча с вами в эту ночь будет посвящена теме под названием «Борода. Зачем и почему?». Зачем нужна борода? В эту благословенную ночь мы будем говорить о бороде, потому что она предоставляет собой один из видов почтения, которые Всевышний Аллах оказал мужчинам. Аллах создал мужчину с бородой, а женщину создал без бороды. Так что борода – это один из видов почтения для мужчины в религии Господа миров. Мы будем говорить о бороде, потому что она является приказом от Аллаха. Аллах приказал носить бороду. Это также является приказом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы поговорим о бороде, потому что борода – это сунна всех пророков. Мы будем вести речь о бороде, потому что почти нет таких уроков и лекций, на которых бы к нам не приходили вопросы о бороде. На эту тему приходит много вопросов. Каково положение сбривания бороды? Каково положение отращивания бороды? Мой отец приказывает мне сбрить бороду. Нужно ли мне ему подчиниться и послушаться? Также мы говорим о бороде, чтобы разъяснить существующее относительно нее исламское положение. Мы сделаем опровержение бешеным нападкам против бороды, когда над бородатыми людьми насмехаются и издеваются, обвиняя их в закостенелости, отсталости и деградации. Как сказал Аллах, они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального. В то же время мы видим миллионы молодых людей, которые переняли в своем внешнем виде, в одежде и стиле разговора европейский стиль. Они делали это, пока не стали копией западного человека. Но никто им ничего не говорит, никто над ними не насмехается, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Для чего нужна борода? Борода – это один из видов почтения, который Аллах проявил для мужчин. Всевышний Аллах сказал: «Мы почтили сынов Адама». Имам Аль-Багави, да помилует его Всевышний Аллах, сказал: «Аллах почтил мужчин бородой, а женщин локонами». Да помилует Аллах Аишу, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Пречист тот, кто украсил лица мужчин бородами и украсил женщин локонами. Пречист тот, кто украсил лица мужчин бородами и украсил женщин косой и волосами». Борода – это один из видов почтения для мужчин, оказанного Аллахом. Зачем нужно носить бороду? Борода – это фитра, на которой Аллах создал мужчин. Побиваемый камнями шайтан работает над изменением фитры и над изменением создания Аллаха. Отпустите свои бороды, подчиняясь Аллаху. Не брейте их, подчиняясь в этом врагу Аллаха, Иблису. Всевышний Аллах сказал, повествуя о кознях шайтана: «Я непременно заберу назначенную часть твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины». Послушай внимательно, что он сказал потом: «И прикажу им искажать творение Аллаха». О мужчина! О тот, кто сбрил свою бороду безо всякого оправдания! Почему ты не повинуешься Аллаху Ар-Рахману? Почему ты послушался шайтана? Разве ты не знаешь, что борода – это фитра, на которой тебя создал Аллах? Муслим привел в своем достоверном сборнике, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, сказал: 10 вещей являются фитрой. Имам Аль-Хаттаби сказал: фитра значит религия.
То есть это поклонение, оно относится к религии. 10 вещей являются фитрой. Другие сказали, фитра значит сунна. 10 вещей являются фитрой. Подстригание усов. Мусульманин должен подстригать свои усы, чтобы усы не спускались ниже его губ. Если усы отрастут вниз, то когда он что-то будет есть, усы будут есть вместе с ним. Он пьет, и усы тоже пьют. Постригай их. Отрежь. Это из религии. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, 10 вещей являются фитрой. Постригание усов, отращивание бороды, использование зубочистки, промывание носа водой, постригание ногтей, промывание суставов пальцев, выщипывание волос под мышками, сбривание волос лобка и использование воды для подмывания. Закария передал, что Мус'аб сказал, «И я забыл о 10-й вещи». Но, возможно, речь шла о полоскании рта. Борода – это один из видов почтения мужчин, оказанного им Аллахом. Борода – это фитра. Борода – это одна из вещей, посредством которой Аллах отделил мужчин от женщин. Она является одним из проявлений мужественности и суровости, которое характерно для мужчин. Бритье бороды без оправдания – это подражание женщинам. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, проклял мужчин, которые подражают женщинам. Аль-Бухари привел в своем достоверном сборнике хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими и остальными сахабами. Ибн Аббас сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, проклял. Проклял. Что значит проклятие? Это дуа о том, чтобы человек был изгнан от милости Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, проклял мужчин, подражающих женщинам, и женщин, подражающих мужчинам. Для чего нужна борода? Борода отличает мусульманина от многобожников. Она является символом и знаком возвеличивания сунны, знаком отличия от немусульман. Наш пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал в хадисе, приведенном у Аль-Бухари, отличайтесь от многобожников. Отличайтесь от многобожников. Отращивайте бороды и постригайте усы. Зачем нужна борода? Затем, что это сунна всех пророков. Это сунна всех посланников. Да и как иначе? Может ли кто-либо из вас представить пророка, начиная с Адама и заканчивая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, который бы брил свою бороду? Спроси какого-нибудь еврея, христианина, мусульманина. Спроси у кого угодно, был ли какой-нибудь пророк, который брил бороду? Нет. Начиная с Адама и кончая Мухаммадом, да благословит их Аллах и приветствует, все пророки носили бороду и стригли усы. Борода – сунна всех посланников, сунна всех пророков. Вот Харун, мир ему. Когда Муса, мир ему, пришел к нему в гневе, увидев, что Бану Исраиль в его отсутствии стали поклоняться золотому тельцу, он схватил Харуна за бороду и потянул за нее. У пророка Харуна была борода, за которую можно было схватиться. Не просто несколько волосков, которые надо рассматривать под микроскопом, чтобы увидеть. Нет, это была борода. Он схватил за нее и потянул. А Харун, мир ему, сказал, «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и за голову». Это сура Таха, 94-й аят, если мне не изменяет память. Таким образом, борода – это сунна всех посланников. Поэтому мы видим, что раввины у иудеев и священники у христиан, а также исламские ученые, все они отращивают бороды. Разве то, что все они сходятся на отпущении бороды, не дает тебе ощущения, что борода имеет основу во всех шариатах, с которыми проходили посланники? Да, все посланники говорили, отпускайте бороды. Все посланники были с бородами. Да пребудет над всеми ними и над нашим пророком мир и благословение Аллаха. Борода. Зачем она нужна? Затем, что это приказ Аллаха и приказ пророка. Да благословит его Аллах, приветствует для исламской уммы. Борода – это приказ, который издал наш Господь и наш посланник, мир ему благословение Аллаха. Этого придерживались подвижники, этого придерживались табиины, этого придерживались те, кто жил после табиинов.
Этого придерживались все праведники и благие люди вплоть до нашего времени. Нет ни одного сподвижника, который бы брил бороду. Спорим, ты не сможешь показать мне хотя бы одного сподвижника, который бы был без бороды. То, как выглядели сахабы, записано в исторических книгах. Там написано, какой была их внешность. Не было ни одного сахаба, который бы брил свою бороду, и не было ни одного безбородого уважаемого имама. Никогда! Никогда! Однако, к сожалению, как говорится в Коране, после них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желаниям. Все они понесут убыток. О Аллах, наставь всех нас к Твоему довольству и заставь нас придерживаться сунны Твоего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. До того, как говорить о далилях, доказательствах, я знаю, что есть люди, у которых нет бород, которые бреются, но они при этом лучше 1000 бородатых. Я знаю, что есть бородатые люди, совершающие смертные грехи и погрязшие в больших грехах, не говоря уже о малых грехах. Я знаю, что есть такие бритые, которые будут лучше 1000 бородатых. Я знаю, что среди бритых есть праведные люди, есть чистые, невинные люди, есть щедрые и благородные, много поклоняющиеся Аллаху и много держащие уразу. Я знаю это, но я бы хотел, чтобы эти люди также, как стали прекрасны внутренне, также украсили свою внешность посредством следования руководству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Разве вы не любите пророка, о мусульмане? Если кто-то кого-то любит, он следует за ним. Если кто-то кого-то любит, он подражает ему. Разве ты не любишь пророка Мухаммада? Разве ты не любишь его? И вот твой любимый пророк говорит тебе: отпускай свою бороду, подражай мне, следуй мне. Почему ты отрицаешь слова пророка? Почему ты начинаешь философствовать и рассуждать о словах пророка, алейхиссаляту вассалям? То есть эта борода, шейх, относится к религии? Конечно. А какое ее положение в религии Господа миров? Она фард. Она ваджиб, обязательно. То есть тот, кто сбреет ее без оправдания, является грешником. Борода — это ваджиб. Почему она ваджиб? Послушай шариатские далили и доказательства, чтобы узнать о своем положении. Аль-Бухари привел в своем достоверном сборнике хадис от Абдуллы ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: отличайтесь от многобожников, отращивайте бороды и постригайте усы. Отращивайте. Что это такое? Это глагол повелительного наклонения. А что изначально означает то, что глагол стоит в повелительном наклонении? То, что это ваджиб, обязательно. Отличайтесь от многобожников, отращивайте бороды и постригайте усы. Это приказ пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Основа приказа то, что это ваджиб, обязательно, если нет доказательств чего-либо другого. Но не об одном сподвижнике, табиине или том, кто был после табиинов или позже, о благе которого свидетельствовали люди, неизвестно, чтобы он брил свою бороду хотя бы один раз. Хотя бы раз. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повелел нам отпускать бороды и постригать усы, отличаясь в этом от мушриков, потому что он хочет, чтобы личность мусульманина была независимой, чтобы была видна его индивидуальность, чтобы изнутри и снаружи он был бы отличительным. Пророк не любит, чтобы мусульманин был ничтожеством и приспособленцем, слепо подражающим другим. Нет, у тебя есть личность, индивидуальность. Отличайтесь от мушриков. Отпускайте бороды и постригайте усы. У тех, кто заявляет о своей любви к пророку, как вы можете не выполнять приказ пророка? У тех, кто призывает людей к следованию сунне пророка, разве вам не стыдно? Сунна пророка убита. Если посмотреть на ваш внешний вид, вы говорите о сунне, о возвеличивании сунны. Хорошо, почему тогда ты не следуешь сунне в своем внешнем виде? Разве тебе не стыдно? Второе доказательство. Муслим привел в своем достоверном сборнике хадис от Ибн Умара, да будет Аллах доволен ими обоими, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нам было велено подстригать усы и отпускать бороду. Пророк говорит: нам было велено. Кто велел ему? Кто велел ему и его умме? Наш Господь. Борода — это приказ Аллаха. Пророк крайне ясно говорит: нам было приказано подстригать усы и отпускать бороду. Третье доказательство. Имамы Ахмад и Муслим привели хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Стригите усы и отпускайте бороды. Отличайтесь от огнепоклонников. Четвертый далиль. Ибн Аби Шейба передал, что один человек из огнепоклонников пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он сбрил свою бороду и отрастил усы. О, так значит, уже тогда были бритые мужчины? Они брили бороды и отращивали усы. Человек брил бороду и отращивал усы, завивал их, закручивал, и они лежали вот так. Усы становились прямо на полметра, и он их скручивал. Некоторые фигурно бреют усы. И в наше время проводятся конкурсы на самые длинные усы. Пришел один человек, да наставит его Аллах. Ему 60 лет. Он отрастил вот такие длинные усы. При этом он весь седой. Он говорит, на эти усы я трачу в месяц 500 гиней. Видите ли вы, братья наши, что с нами происходит? На свои усы в месяц он тратит 500 гиней. Он говорит, на эти усы я трачу в месяц 500 гиней. Ему нужно незнамо какие шампуни, крема и еще что-то. Что это такое? Это сунна огнепоклонников. Ты огнепоклонник? Ты огнепоклонник? Это сунна огнепоклонников. Слушай дальше и учись. Ибн Аби Шейба передал, что один человек из огнепоклонников пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он сбрил свою бороду и отрастил длинные усы. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал ему, что это? Что это ты с собой сделал? Что за вид? Что это? Он ответил, это из нашей религии. Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, а из нашей религии то, что мы подстригаем усы и отпускаем бороду. В нашей религии есть то, что мы подстригаем усы, стрижем их так, что под усами просвечивает кожа. Мы подстригаем их и отпускаем бороду. Пятый далиль. Ибн Джарир привел от Зейда ибн Хабиба историю двух послов Хасрой к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, они вошли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и оба они были бритые. Они сбрили свои бороды и отрастили усы. Пророк, да благословит его Аллах приветствует, спросил, кто повелел вам это делать? То есть, почему вы бреете бороды и отращиваете усы? Они ответили, наш Господь повелел нам это, то есть Хасрой. Наш Господь повелел нам это, то есть Хасрой. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, а мой Господь повелел мне отпускать мою бороду и стричь усы. Ты хочешь еще доказательств? Шестой далиль. Ибн Хиббан привел от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, к фитре ислама, к религии ислам, к фитре ислама, то есть это из религии, это не просто обычай, нет, это из религии. К фитре ислама относится подстригание усов и отпускание бород. Воистину, огнепоклонники отращивают свои усы и стригут свои бороды, а вы отличаетесь от них. Стригите свои усы и отпускайте свои бороды. Седьмой далиль. Муслим привел в своем достоверном сборнике хадис от Джабира ибн Самры, да будет доволен им Аллах, который сказал, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была большая борода. У пророка была большая борода. Его борода доходила до груди, да благословит его Аллах и приветствует. Когда он зашел в Мекку как завоеватель и победитель, и он был верхом на верблюдице, он склонил свою голову из скромности перед Аллахом. Его борода коснулась спины верблюдицы. У него была большая борода. Да благословит его Аллах приветствует. Хочешь еще хадисов? Аль-Бухари привел в своем достоверном сборнике, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, 10 вещей относятся к естеству, фитре, и среди них он упомянул бороду. Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, 5 вещей относятся к фитре, и также упомянул среди них бороду. У тебя 10 достоверных пророческих хадисов. Хорошо, давайте посмотрим на слова имамов 4 мазхабов. Что они говорили? Послушайте. Маликитский мазхаб. Потерпи. Это не мои слова. Я просто передаю и цитирую. Послушай и потерпи. Ибн Абдель-Бар сказал ат-Тамхид. Бритье бороды – харам. Бороду бреют лишь женоподобные мужчины. Это не мои слова. Это слова имама Ибн Абдель-Бара Аль-Малики в книге Ат-Тамхид. Таков маликитский мазхаб. Шафиийский мазхаб. Аш-Шафи'и говорит в книге Аль-Ум о запрещенности бритья бороды.
Ханбалийский мадхаб Ас-Сафарини сказал следующие слова. По мадхабу запрещено брить бороду. Ханафийский мадхаб Ибн Абидин сказал, мужчине запрещено сбривать свою бороду. Это были 4 мадхаба. Все они говорят, что отпускание бороды – это ваджиб, а бритье бороды – харам. Маликиты, шафииты, ханбалиты, ханафиты. Что еще ты хочешь? Имам Аль-Куртуби сказал, не дозволено брить бороду, стричь бороду или выдергивать волосы из бороды. Это его цитата. Мухаммад ибн Хазм сказал, иджма, единогласное мнение ученых. Это слова имама Мухаммада ибн Хазма. Иджма сошлось на том, чтобы стричь усы и отпускать бороду. И это фард. Согласно хадису Ибн Умара, отличайтесь от мушриков, постригайте усы и отпускайте бороды. Ибн Хазм сказал в книге Аль-Икна, запрещено брить бороду. Мы не видели ни одного из 4 имамов, кто бы разрешал брить бороду. Это были слова маликитов, шафиитов, ханбалитов, ханафитов, слова Аль-Куртуби, слова Ибн Хазма, слова Дауда Аль-Захири, слова Исхака, слова Аль-Аузаи, слова Thаури. Все они говорили о том, что борода – это фард, и ее бритье – харам. Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал, согласно достоверным хадисам, брить бороду запрещено, харам. Никто это не разрешал. Нам было велено не подражать кому-либо, кто не из нас. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не из нас тот, кто подражает другим, не подражайте иудеям и христианам. Отличайтесь от этих людей. Это приказ. Подражание в явном порождает симпатию, любовь и дружбу в душе. Так же, как любовь в душе порождает подражание в явном. Об этом свидетельствует чувство и подтверждает опыт. Это чьи слова? Это буквальная цитата шейхуль ислама. Шейх Махмуд Хаттаб Ас-Субки сказал в Аль-Манхуль Азб, достоверный и ясный хадис о его, саллаллаху алейхи вассалям, приказе отращивать бороду многочисленны. Основа в приказе – это обязательность, вуджуб. Этот хукм может изменить только далиль на что-то другое, но далиля на это нет. Имамы мадхаба говорили о запретности бритья бороды. Таковы слова имамов и ученых. Я прочитаю тебе еще и стих. Шейх Али Махфуз сказал, 4 мадхаба сошлись на обязательности отпускания бороды и о запретности ее сбривания. И нельзя стричь бороду близко от горла. Человек стрижет бороду до того, как она становится символичной. Как будто бы он состриг бороду. Тебе нужен микроскоп, чтобы увидеть его бороду. Так делать нельзя. Это тоже нельзя. Абу Хамид Аль-Газали. Абу Хамид сказал, бородой мужчины отличаются от женщин, и бритье ее харам. Шейх Аль-Альбани сказал, то, в чем не сомневается человек, у которого фитра в порядке, то есть его фитра здоровая, то, в чем не сомневается человек, у которого здоровая фитра и нормальная совесть и сердце, что отпускание бороды ваджиб, а ее бритье харам. Ибн Усаймин, да помилует его Аллах, сказал, приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отпускать бороду не единственный далиль на запрещение бритья бороды. Есть другие далили, и к ним относятся слова нашего Господа в Коране, когда Он предостерегает нас от козней шайтана. Я непременно заберу назначенную часть своих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха. Иблис сказал нашему Господу, я заставлю людей искажать то, как они были сотворены. Я должен ослушаться Ар-Рахмана и подчиниться шайтану? Аль-Кандахлави, написавший книгу «Хаят Сахаба», сказал, это очень красивые слова, послушай. Воистину, грехов и ослушаний много. Прелюбодеяние, запретные взоры, деяния народа люта, воровство. Воистину, грехов много, и человек зарабатывает себе грех за них в то время, когда их совершает. А когда заканчивает свои действия, завершается и грех. Правильно? Один человек смотрит вот так, на что-то запретное. Ему идет за это грех. Вот он отвратил свой взор. Все, он уже не грешит. Разве не так? Человек ворует. Украл.
Взял харамные деньги, заработал себе грех, закончил воровать. Все. Далее он сказал, что касается того, кто бреет бороду, то он пребывает в постоянном грехе, потому что он ослушивается Аллаха всегда, в любое время, постоянно, словно он одет в этот грех. Фатва шейха Аль-Азхара. Это фатва Джадуль Хакка. Да помилует его Аллах. Это фатва от 16 июня 1981 года. Конверт сейчас передо мной. Джадуль Хак, разумеется, был муфтием. Когда его спросили об отпускании бороды и о том, когда кто-то приказывает ее сбрить и обвиняет из-за ношения бороды, он сказал: факихи сочли повреждение волос бороды преступлением, за которое надо отвечать. Либо выплачиванием полного выкупа за убитого, как говорили имам Ахмад, Абу Ханифа и Ат-Таури, либо выкупа, которые должны будут определить эксперты, как сказали имам Малик и Аш-Шафии. Потом он подробно объяснил, что 4 мадхаба сходятся на том, что отпускание бороды относится к религии, и что сбривать ее, не имея того оправдания, харам. Фатва шейха Аш-Ша'арави в газете Аль-Хакика. Он сказал: борода – это фард. Это слова шейха Аш-Ша'арави. Борода – это фард. Посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, повелел нам носить бороду. Я скажу некоторым людям: не спешите и не говорите, что это не фард. Так вы заработаете себе грех. Чьи это слова? Шейха Аш-Ша'арави. Итак, борода – это фард. Согласно Корану, Сунне, словам имамов, ученых, как древних, так и современных. Так из-за чего же ты не хочешь отпускать бороду? Сомнения вокруг бороды. Почему, сын мой, ты бреешь бороду? Он отвечает: шейх, главное праведность сердец. Главное – это чистота нрава. Борода относится к второстепенным вещам. Зачем ты держишься за кожуру и шелуху религии? Разве так не говорят? Ты учишь меня, шейх, но борода – это второстепенное дело. Это как кожура. Ответ: раб Аллаха. В религии нашего Всевышнего Господа нет кожуры или шелухи. Вся религия – это суть. Все, что повелел наш великий Господь, велико. Любая вещь, которую велит наш Господь, не может быть мизерной или никчемной. Она велика. Это первое. Второе. Да помилует Аллах Малика ибн Анаса. Послушай его слова и научись. Один человек спросил его: имам, дай мне фатву по такому-то вопросу. Он ответил: подожди до завтра. Человек сказал: это простой вопрос. Шейх, у меня вопрос. Он отвечает: я отвечу тебе завтра, после того, как проверю и изучу. Он говорит: но это не такой уж важный вопрос. Тогда имам Малик разгневался и сказал: в религии нет ничего незначительного. Сын мой, это религия. Это бид'а. Сказать, что в религии есть скорлупа или шелуха, это нововведенческое предложение. Вся религия – это отборная и суть. Все, что велит наш великий Господь, также является великим и важным. А ты тот, кто заявляет, что главное – это праведность в сердце и душе. И все. Я скажу тебе, клянусь Аллахом, если душа будет праведной, то и внешний человек будет праведным. Потому что из каждого сосуда вытекает только то, что в нем есть. Как может объединиться праведность и чистота внутреннего мира человека, праведность души и следование Аллаху с плохим внешним видом и настаиванием на слушании Аллаха и невыполнение приказа посланника Аллаха, мир ему, благословение Аллаха? И ты тот, кто бреет бороду без уважительной причины. Он скажет: шейх, ты оставил в покое тех, кто делает большие грехи, кто прелюбодействует, ворует, занимается ростовщичеством, и говоришь мне о маленьком грешке? Я ничего не сделал, я не ворую, ни на кого не нападаю, просто бороду сбрил. Почему ты не говоришь об этих преступниках, а продолжаешь высказывать мне о маленьком грехе? Ответ: я скажу тебе, брат, да наставит тебя Аллах, пусть тебя не обольщает то, что ты делаешь маленькие грехи, а не большие. Не смотри на размер прегрешения, смотри лучше на величие того, кого ты ослушался. Ты ослушался нашего Господа, который сказал в своей книге:
Все малое и великое уже начертано. Все грехи записаны, и ты будешь спрошен за них в ахирате. Все малое и великое уже начертано. Всевышний Аллах сказал о грешниках, которые пренебрежительно относились к своим грехам. Что они скажут в ахирате, когда увидят свою книгу деяний? Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Малый грех может привести тебя в огонь. И это, если в основе бритье бороды можно назвать малым грехом. Даже в этом случае это может привести тебя в огонь. Как это малый грех? Ведь пророк проклял тех, кто подражает женщинам, а бритье бороды – это один из видов такого подражания. Возможно, что бритье бороды на основе этого может быть причислено к большим грехам. Послушай этот хадис. Ахмад ибн Хиббан и ибн Маджа привели хадис достоверный по условиям Аль-Бухари с надом. Аиша, да будет довольна ею, Аллах сказала, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «О Аиша, остерегайся незначительных грехов. Воистину, Аллах спросит за них». Мухаддисы сказали, разъясняя этот хадис, что «воистину Аллах спросит за них» означает, что за них будет наказание от Аллаха. Ахмад и Ат-Табарани привели хадис, который Аль-Бани назвал хорошим. Сахих Аль-Джами от Абдулла ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. В нем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: остерегайтесь незначительных грехов. Не относитесь к грехам пренебрежительно, братья. Это малый грех, а это большой. Остерегайтесь незначительных грехов. Поистине, они собираются у человека до тех пор, пока не погубят его. Как люди, которые остановились в пустыне, и настало время еды. Тогда ушел один из них и вернулся с веткой. И другой пришел с веткой. И так до тех пор, пока они не собрали большое количество веток и не разожгли огонь, и сварили то, что бросили в котел. То есть небольшой просмотр чего-то харамного, небольшой грех. Какой-нибудь ненормальный скажет, что потрогать дочку соседей – мелочь, бритье бороды – это мелкий грешок. Так, мелочь. И все эти мелочи собираются и превращаются в целую гору грехов и приводят тебя к огню. Остерегайтесь незначительных грехов. Аль-Бухари привел в своем достоверном сборнике слова Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Воистину вы», он говорит это табиинам, лучшим людям после сподвижников. Он сказал: «Воистину вы можете делать что-то, что в ваших глазах покажется меньше волоса. Но в эпоху посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, мы считали это смертным грехом». Он говорит: ну и что я брею бороду? Ничего плохого не делаю. Это маленький грех. Маленький? Оставь все грехи, большие и малые. Это и есть богобоязненность. Оставь все грехи, большие и малые. Это и будет богобоязненностью. Будь как тот, кто идет по земле с колючками и смотрит, куда ступать. Не пренебрегай малым, ведь воистину из маленьких камней складываются целые горы. Не пренебрегай малым, ведь воистину из маленьких камней складываются целые горы. Или, как говорится в другом стихе, не пренебрегай малыми грехами. Воистину, малое завтра станет большим. Воистину, даже если то малое случилось давно, у Бога оно осталось записанным. Придержи свою страсть от праздности. Не будь непокорным и упорно работай. Воистину, сердце того, кто полюбит своего Господа, воспарит и вдохновится. И проси руководства у своего Господа с благим намерением. И довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. Третье сомнение. Почему ты бреешь бороду? Он говорит: шейх, я не отпускаю бороду, хотя да, это сунна пророка. Нет, это приказ пророка, это фард, это ваджиб. Я согласен, однако я боюсь отращивать бороду, потому что я, честно говоря, погряз в грехах. Я боюсь, что отпущу бороду в то время, как продолжаю совершать грех. И таким образом я своим видом только опорочу ислам. Ответ. Я скажу тебе так. Покайся во всех своих грехах, к которым относится избривание бороды. Вот один человек курит сигареты, но при этом делает намаз. Что ему делать? Ему что теперь, не делать намаз, чтобы люди не говорили, что вот он делает намаз и при этом курит? Или ему надо все-таки продолжать делать намаз и бросить курить? Очень удивительная вещь. Он боится, что будет дискредитировать ислам из-за своих грехов. Если будет выглядеть по-исламски, покайся, принеси покаяние, проси прощения за свои грехи.
к которым в том числе относится и бритье бороды. Отпусти бороду, и она сама воспитает тебя. Ей-богу, сын мой, если ты отпустишь бороду, она будет тебя воспитывать. Она придаст тебе стыдливости перед Создателем и созданиями. Четвертое сомнение, почему вы бреете бороду? Он отвечает, да вот эта борода не обязательно, не ваджиб. Самое большее, что можно про нее сказать, что это сунна. Это сунна. Тому, кто ее выполняет, будет награда, а тот, кто ее оставит, не совершит греха. Нет, дорогой мой. Борода — это ваджиб. Тот, кто отпустит бороду, приобретет награду. А тот, кто сбреет ее без оправдания, совершит грех. Почему? Все хадисы пророка, которые вы слышали, пришли в форме повеления и приказа. Отращивайте, отпускайте, растите. Это глаголы повелительного наклонения. А основа такова, что это означает вуджуб, обязательность. Если какой-то другой далиль не докажет, что это рекомендуемое действие, но такого далиля нет. Поэтому об обязательности бороды сказали имамы 4 мадхабов и все древние и современные имамы. Откуда это вы взяли такие слова? Нет. У меня тут далиль, что борода — это сунна, а не фард. Ну, скажи мне свой далиль, умник. Пусть я его слышу. Он говорит, разве пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал в хадисе от Аиши? 10 вещей относятся к фитре. А фитра здесь означает сунна. Он сказал, 10 вещей относятся к фитре, и среди них упомянул бороду. Хорошо, товарищ. И это твой далиль? Да, Аль-Хаттаби сказал, что фитра означает религия. Это из сунны, то есть из пути пророков. Он говорит, только послушай. В хадисе про фитру упоминается полоскание рта. Это фард или сунна? Сунна. Промывание носа фард или сунна? Сунна. Сивак фард или сунна? Сунна. Ну, значит, борода тоже сунна. Она пришла в контексте разных повелений, являющихся сунной. Я скажу, подожди, легкомысленный мой. Не торопись. Во-первых, обязательность отпускания бороды извлекается не только из этого хадиса про фитру. У тебя есть еще 9 хадисов. Почему ты их вычеркнул? Это первое. Во-вторых, сравнение упомянутых в хадисе про фитру вещей не говорит о том, что борода — это сунна, как сивак. Почему? Потому что можно соединять ваджиб с сунной. Как что, например? Как говорится в Коране, «Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки». Наш Господь говорит людям, которые что-то сажают и должны отдавать закат, чтобы они ели из плодов, когда собирают их, и отдавали закат. Наша умма единогласно считает, что есть этот урожай мубах, разрешено. А выдача заката — это фард. Так что фард можно связать с сунной. Пятое сомнение. Почему вы бреете бороду? Он говорит, скажу честно, мы бреем бороду, подражая в этом некоторым проповедникам. Есть такие известные исламские проповедники, которые бреют бороду. Во-первых, я буду хорошо думать обо всех проповедниках, даже о бритых. Я говорю, наверняка у него есть какие-нибудь оправдания. Я хорошо думаю о всех. Но ты-то зачем бреешь бороду? Он говорит, я подражаю такому-то и такому-то. Да и потом, шейх, по вопросу бороды есть разногласия между учеными. И еще, шейх, пророк сказал, что религия — это облегчение. И еще он говорил, что когда бы ему не предоставлялся выбор между двух вещей, он выбирал наиболее легкое. Я скажу ему, стоп. Ответ. Во-первых, я придерживаюсь хорошего мнения обо всех проповедниках, даже о бритых. Я хорошо думаю о них. Однако я упрекаю и порицаю некоторых моих любимых проповедников, которые бреют бороду безо всякого оправдания. Если у тебя есть оправдание, тогда ладно, но того, кто бреется без оправдания, я очень сильно порицаю. Я бы хотел, чтобы проповедники, которые бреют бороды по каким-то уважительным причинам, объясняли людям, что борода — это ваджиб, что они велят ее носить. Однако у них самих есть какие-то препятствия к тому, чтобы ее отращивать. У них есть оправдание, чтобы люди не следовали за ними и не подражали им в этом нарушении ваджиба, и не приводили их в качестве довода того, что они противоречат в этом приказу посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается самих проповедников, которые бреют бороды без оправдания, то я на самом деле не знаю, как они могут доказать дозволенность бритья бороды. На что они опираются? Я не знаю ни одного мадхаба, в котором бы разрешалось брить бороду. О, проповедник! О, тот, кто призывает людей к возвеличиванию сунны! О, призывающий к религии Господа миров!
Ты возвеличиваешь сунну. Посланник Аллаха сказал: зачем же ты поступаешь вопреки приказу пророка? Причем так явно. Почему ты поступаешь вопреки? Почему? Какой у тебя вообще мадхаб? Ханбалитский, маликитский, шафиитский, ханафитский, захиритский. Все имамы сказали, что отпускание бороды – это фард. Даже шииты у человек. Шииты считают, что борода – это фард, а ее бритье – харам. Так побойся же Аллаха в отношении самого себя. К сожалению, некоторые проповедники говорят: я брею бороду, потому что это принесет пользу в давате. Зачем побрился? Ради давата. Другие из них носят западную одежду, наряжаются, надевают одежду разных цветов: красного, зеленого, синего. Это что? Он становится европейцем даже в манере своей речи, читает лекцию и вставляет в нее английские слова. Зачем ты говоришь с людьми на этом языке? Пророк был арабом, брат. Ты сейчас разговариваешь с арабами или иностранцами? Субханаллахи азим. Я скажу, у тех, которые бреют бороды, заявляя, что это поможет давату. Что же у вас получается за дават? Лучшее руководство – это руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О рабы Аллаха, не состязайтесь в том, чтобы получить любовь людей. Вот я буду модным и нарядным, молодежь меня полюбит, девушкам я тоже буду нравиться. High life. Зачем мне это? Я знаю религию нашего Господа, такую, какая она есть. Как сказал наш Господь: скажи, истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы не стремимся к людской любви. Мы ничего не отрежем от нашей религии ради того, чтобы заполучить людскую любовь. Мы показываем религию такой, какой ее представлял пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Какой у тебя должен быть образ, брат? Если я надену кепку, мне скажут, что я капитан спортивной команды. Если я надену спортивный костюм, мне скажут, что я спортсмен. Если я надену спецовку, скажут, что я мастер или инженер. А у шейха должен быть свой облик, у него свой образ. И ты, любимый в Аллахе брат, о тот, кто считает, что религия – это облегчение, и что когда бы пророку не давали выбор между двумя вещами, он выбирал наиболее легкое и нетрудное. Я скажу, что ты говоришь правду. Однако, что есть облегчение? Облегчение – это то, с чем пришел посланник Аллаха, а он пришел с тем, чтобы бороду отпускали. Когда бы ему не давался выбор между двумя вещами, он выбирал наиболее легкое и нетрудное. Это касалось тех вещей, в которых не было греха, а сбривание бороды – это грех. Шестое сомнение. Почему вы бреете бороду? Он отвечает: борода – это отличительный знак. Шейх, разве причина отпускания бороды не в том, чтобы отличаться от мушриков? Разве пророк не сказал: отпускайте бороды и подстригайте усы, отличайтесь от иудеев и христиан, отличайтесь от огнепоклонников? Да, пророк так говорил. Он скажет: хорошо, а сейчас еврейские раввины и христианские священники отпускают свои бороды. Так что вы хотите этим сказать? Он говорит: таким образом, сунна в наше время – это сбривание бороды, чтобы отличаться в этом от мушриков. Я говорю: что это за знание и наука? Что это за наука? Послушай опровержение о легкомысленной. Во-первых, отличие от мушриков в отпускании бороды не единственная причина отпускания бороды. Мы сказали, что борода – это фитра, что так создал Аллах, и есть много других причин. Вместе с этим, продолжается ли эта причина до сих пор? Да, до сих пор. Сколько миллионов евреев носят бороды? Сколько миллионов огнепоклонников носят бороды? Сколько миллионов коровопоклонников носят бороды? Сколько миллионов христиан носят бороды? Ответь мне. В основном они не отращивают бороды. Разве пророк сказал, чтобы мы отличались от раввинов и священников, или же все-таки он сказал, чтобы мы отличались от христиан и иудеев? Отпускайте бороды и постригайте усы. Хорошо. Если завтра утром мы обнаружим, что все евреи носят бороды и стригут усы вот так, что все христиане в бородах и со стриженными усами, а также все остальные, все мушрики завтра отрастят бороды и постригут усы. В этом случае мы должны будем побриться, чтобы отличаться от них? Нет, конечно. Они тогда совпадут с истиной, на которой находимся мы. Потому что борода – это фитра, это естество во всех божественных посланиях. Так создал Аллах. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Седьмое сомнение. Почему бреешь бороду? Он говорит: приказ об отпускании бороды не приводится в Коране. Аят с Кораном. Люди не смотрят на сунну, они хотят только Коран. Дай мне аят. Дай мне суру. Дай мне аят из Корана, брат. Я скажу: клянусь Аллахом, есть такой аят. Где?
В словах Всевышнего Аллаха: «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». Пророк сказал, чтобы мы отпускали бороды и стригли усы. Наш Господь сказал, что тот, кто повиновался посланнику, тот повиновался Аллаху. Аллах также сказал: «Повинуйтесь Аллаху и посланнику». Также об этом говорится в словах Аллаха: «Пусть же остерегаются те, которые противятся Его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания». Или скажи мне еще, ты хочешь аят на каждую вещь? Найди мне в Коране, что Иша намаз надо делать 4 ракатами, а фаджр намаз 2, что на магриб намазе суры считаются вслух, а на дугр намаз про себя. Найди мне в Коране, что обход вокруг Каабы надо делать 7 раз. Найди мне в Коране, что надо 7 раз бегать между холмами Ас-Сафа и Марва. Это просто невозможно. Любимый в Аллахе брат, если мы скажем, что надо смотреть только на Коран и отбросим сунну, в чем тогда заключается важность посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям? В чем его важность? Сунна имеет свою задачу и миссию. Она разъясняет то, что непонятно, подробно описывает краткое, ограничивает абсолютное. Послушай, как сунна сама справляется с шариатскими положениями. Есть положение, что халяль, а что харам, которые не приходят в Коране явно. Зато они приходят в сунне. Я задам тебе вопрос. Можно ли жениться на какой-то женщине и одновременно на ее тете? Можно ли такое делать? Нет. Приведи мне аят из Корана, где говорится, что это нельзя. Дай аят. Такого аята нет. Это в сунне приводится, дорогой. То есть именно в сунне на это приводится запрет. И также разрешение. Разве наш Господь не запретил в Коране кровь? Или пролитую кровь? Он запретил кровь? Да. Хорошо. Дай мне аят, в котором говорится, что есть печень, это разрешено, халяль. В печени есть кровь. Скажи мне, что можно есть селезенку, в которой есть кровь. Нет такого аята. Однако в сунне есть достоверный хадис от Ибн Умара, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Нам дозволено употреблять 2 мертвечины и 2 вида крови, рыбу и саранчу, печень и селезенку». 8 сомнение. Почему ваше превосходительство бреет бороду? Шейх, я буду с тобой откровенен. Есть такие бородачи, которые совершают смертные грехи. Не говори мне борода, борода. Борода — это еще не все. Да, борода — это не все. Борода — это не вся сунна. Есть бородачи, совершившие смертные грехи. Да, они воровали, прелюбодействовали и так далее. Да, есть такие, я согласен с тобой. Но все ли бородачи такие? Хорошо. Люди без бороды. Есть ли среди них те, кто ворует и прелюбодействует? Да, очень много. Далее, ответьте, эти бородачи, они пророки или посланники? То есть они безгрешные? Нет. Хорошо. Почему ты тогда видишь соринку в глазу человека с бородой, но не замечаешь бревна в глазу безбородых? Зачем ты смотришь на ошибки соблюдающих мусульман через лупу, не обращая внимания на остальных мусульман, которые погрязли в грехах? Да. Почему ты всегда смотришь на бородатого глазами мухи, которая всегда садится на грязь? Я скажу тебе, что лучше оставь все это. Я хочу, чтобы ты, о обладатель возвышенного нрава, о человек с благой душой, о благородный, о много постящийся и выстаивающий ночные намазы. И вначале я сказал, что знаю безбородых людей, которые лучше, чем 100 000 бородатых. Без преувеличения, есть такие, я знаю их. Ты сделал прекрасно свою душу, брат мой, посредством веры. Ты оживил свое сердце светом нашего Господа. Ты сделал прекрасно свои внешние проявления через поклонение. Ты постишься и выстаиваешь намазы. Делаешь умру и хадж. Ты щедрый. Ты выплачиваешь закат. Так почему бы тебе не украсить свое лицо знаком сунны и руководством нашего пророка Мухаммада? Да благословит его Аллах и приветствует. Разве ты не любишь пророка? Почему ты не слушаешься его, брат мой? Последнее сомнение. Он говорит: мой отец говорит, чтобы я сбрил бороду. Моя мать велит мне побриться. Что мне делать? Повинуйся своему Господу и не ослушайся свою мать. Как это? Не брить бороду, но при этом не расстраивать мать? 2 в одном? Конечно. Как это? Будь умным.
Целуй ее руки и ноги, не расстраивай ее и не тревожь. Я хочу, чтобы после того, как ты станешь соблюдающим, она видела, что ты стал лучше, чем был. Раньше ты кричал, проклинал, был непокорным сыном, а после того, как ты стал делать намаз и опустил бороду, приноси ей обувь, целуй ее руки, стань почтительным сыном, дай ей ощущение того, что религия изменила тебя. Повинуйся своему Господу и не ослушайся свою мать. Если подчинение Господу вошло в противоречие с повелением раба, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет подчинения созданию, послушания Создателя. Последнее сомнение: почему вы бреетесь? Он переспрашивает: честно сказать? Честно? Да, я боюсь. Чего ты боишься? Просто боюсь. Боюсь и все. Нет, не бойся. Я скажу, что я еще не сидел с таким начальником, который бы приказывал молодежи брить бороду. Не бойся. Есть миллионы бородатых, которые живут в мире и безопасности. Альхамдулилля. Я прошу Аллаха продлить для нас эту милость. Это довод против тебя. Отпусти бороду. Отдались от проблем, изучай шариатское знание, призывай к Аллаху, следуя в этом методологии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поклоняйся своему Всевышнему Господу до самой смерти, и никто не будет тебе возражать. Никто не будет тебе возражать. Если же кто-то по ошибке начнет тебе возражать, если они покинут тебя, потерпи ради Аллаха. Надейся на его награду, брат мой. Биляля в свое время стегали плетьми, Аммара стегали плетьми, Хаббаба разорвали на части. Так что терпи это ради Аллаха, брат. Терпи это ради Всевышнего Аллаха. И последнее, братья и сестры, последнее. Молодые люди, отпускайте бороды. Мужчины, отпустите бороды. Борода – это фитра Аллаха. Борода – это приказ Всевышнего Аллаха. Борода – это приказ пророка. Мир ему благословение Аллаха. Борода – это сунна всех пророков. Борода – это знак всех настоящих ученых. Борода – это украшение мужчин. Борода – это знамя сунны и знак соблюдения религии в соответствии с руководством пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Борода – это постоянное подчинение и поклонение Аллаху, а ее бритье – постоянный, непрекращающийся грех. Я прошу Аллаха принести нам пользу посредством всего того, что мы сказали. Ответы на вопросы. Сестра просит, чтобы я сделал за нее дуа о праведном муже. О Аллах, надели ее праведным мужем, а также даруй ей праведное благое потомство, о Господь. Брат говорит, что его мать что-то вложила в банк, получила оттуда прибыль, и у нее еще есть другой доход от дозволенной работы. Можно ли мне есть вместе с ней? Да, ешь с ней, бери из ее имущества. Тебе достанется сладость этого имущества, а ей его горечь. Человек сказал жене: иди в дом своего отца и не возвращайся. После этого они помирились. Что надо делать? Ничего. Он забирает ее в свой дом и проявляет по отношению к ней богобоязненность. Наш Господь сказал: и обращайтесь с женщинами по-доброму. Мой отец выступает против бороды. Что мне делать? Я уже говорил, подчинись своему Господу и не проявляй непослушание по отношению к отцу. О Аллах, благослови Мухаммада. Спрашивают, есть ли оправдание для того, чтобы брить бороду? Да, когда тебя призывают на военную службу. Когда я служил в армии, то сбрил бороду. И все наши шейхи служили в армии. Нас заставили. На мне не было греха. Кто-то работает в Министерстве внутренних дел. Его заставляют брить бороду. Его заставляют. На нем нет греха. Нет на нем греха. И Аллах знает лучше. Последний вопрос. Брат вернулся из Иордании и вынужден сбрить бороду. Нет. По милости Всевышнего Аллаха мы выезжаем и приезжаем. И по милости Аллаха никто нам ничего не говорит. Если кто-нибудь останавливает нас в каком-нибудь аэропорту, это 2-3 минуты, максимум 10 минут. Он берет твой паспорт, рассматривает его и проверяет. Ты человек нормальный, хвала Аллаху. От тебя не исходит вреда твоей стране или какому-то человеку. И они говорят: извините за неудобство. Возьмите, пожалуйста, на здоровье. Брат мой, ты желаешь безопасности, хочешь охрану и заботу. Клянусь Аллахом, сын мой, то, что у Аллаха может быть достигнуто только подчинением Всевышнему Аллаху. Я завершаю передачу словами Якова, мир ему. Аллах охраняет лучший, Он милосерднейший из милосердных. Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. Я прошу у Тебя прощения и каюсь Тебе. Я завершаю свои слова. Прошу Аллаха прощения для себя и для вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.